Нуреш Чергизов проживает в этом селе уже 60 лет, с тех пор, как его семья вернулась из Казахстана. Прошли годы, появились дети, а вслед и трое внуков, которых мужчина хочет поскорее повезти в новый детский сад. О стройке дошкольного учреждения житель села узнал совсем недавно и теперь ждет не дождется его открытия. أشواج وسادكي حلقوا جز نقلنا دجاجة دس حلق وش هوا جاني يا شيء بيت حش بواب زي ما سد أنا يا شيء ياسلي خلوش سادك خلوش شكول خلوش إيش بقى أدخل دسان ديش أدخل دسان спортивную заниматься, пожалуйста, секция геологии, когда должен, культурно обогатиться, моти геологии, дельгу слов геологии кузов. Строительство объекта, который возводится по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских поселений», было начато еще несколько лет назад и уже близится к завершению. Сейчас строители благоустраивают прилегающую к зданию территорию. Рабочие уже огородили сад, поставили теневые навесы. Во дворе садика они собираются посадить около 500 саженцев из туи, липы, беречины и ели. Наружное освещение уже подключено, автоматически она уже вечером сама включается. Значит, территорию полностью мы огородили. Значит, сейчас ведутся работы по устройству тротуаров. Значит, асфальтирование мы завершили. Значит, котельная подключена у нас. Вот на территории находится котельная и трансформаторная подстанция. Они уже обе подключены. А так еще ведутся работы внутри. Начальник строительного участка Иса Альянов в проект этого дошкольного учреждения вложил не только свой 40-летний опыт инженера-строителя, но и душу. Самое главное новшество, отметил мужчина, очистные сооружения, которые удалось реализовать на территории садика. Емкость 10-кубовая, это в пластиковом исполнении полностью. Стоят еще 2 реактора. С емкостью вода попадает в реакторы, она там, значит, обрабатывается. В течение, значит, 2 месяцев там остается немного ил. Это все потом убирается, вычищается, а так оттуда ничего не выходит такого вредного. Вода уже выходит очищенная, безвредная, которая годится для полива, для использования, можно даже по территории можно использовать. Отдельный пищеблок, игровые комнаты, медпункт, спальни, санузлы, музыкальные и танцевальные кабинеты, а также актовые спортивные залы, где дети с малых лет смогут раскрыть свой творческий и спортивный потенциал. В трехэтажном здании предусмотрены и 2 лифта, один из которых грузовой, еще один для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас основные внутренние работы садика полностью завершены. Рабочие провели отопление, воду и электричество. В санузлах у нас, значит, мы уже сделали полностью, покрыли плиткой и стены, и полы. Буквально вот день-два устанавливаем санфаянс, это значит унитазы, рукомойники и полы. Вот как только сейчас первая побелка пройдет, мы буквально следом будем укладывать ламинат полы и будем устанавливать двери. Большое внимание строители уделили мерам безопасности. В здании есть охранная сигнализация, противопожарные двери, датчики и дымоотвод. При пожаре сигнал опасности тут же поступит в диспетчерскую, расположенную на 1-м этаже. На всех этажах перед лифтами находятся вот такие клапана. Значит, они называются дымоотводом. Это, не дай бог, если где-то что-то загорится, вот это открывается клапан, и дым отсюда удаляется, чтобы ребенок или кто угодно, чтобы мог пройти к лифту, или наоборот с лифта, чтобы мог выйти на выход. Это на всех этажах, так и называется, это автоматика. Как только датчик противопожарный срабатывает, дается команда сюда на клапан, он автоматически сам открывается. Садик станет 2-м дошкольным учреждением в селении. Первый открылся 2 года назад, но из-за нехватки мест оказался перегружен. И сейчас вот эксплуатацию нового дошкольного учреждения очень ждут все жители села. Именно в нашем селе даже мы не думали, что будет садик, детский садик. Даже у нас мыслях не было, что ФОК вот построили, Дом культуры построили. Сейчас перспектива у нас школа, вот рядом здесь, вот в одном месте рядом. Школа, ФОК, Дом культуры на 704 места. Школа обещали нам в этом году. Дошкольное учреждение со всеми удобствами будет готово принять 220 детишек уже в конце этого месяца. Всего в Малгобекском районе строится еще 4 таких же дошкольных учреждения. В селениях Средние и Нижние Ачулуки, Новый Редант, Сагапши. И, возможно, совсем скоро проблема очереди детских садов в этом районе уйдет на 2-й план. Дана Плиева, Джамалил Тамасханов, Новости 24.